Мы должны уважать все российские территории. Но я должен сказать, сегодня Север находится в самом унизительном положении. В самом унизительном положении. Все разрушено там. С болью сердца я сегодня повторяю это. И то, что вот различные команды выезжают на север, когда уже там все на нет сведено, это не украшает в целом Российской Федерации. В целом России. Тема решается на словах. А на деле наши северные территории остаются глубоко бесправными, ждущие милости от центра. Пришло время пересмотреть взаимоотношения центра с республиками, входящие в состав Российской Федерации. Создать такой механизм, который позволит им самим решать возрождение своей нации. Наша республика, производящая продукцию на 4 миллиарда долларов валюты, не может, вернее, не имеет права создавать своему народу условия для нормальной жизни на своей территории. Это возможно только при установлении четких, равноправных договорных отношений между республикой, как суверенным государством с одной стороны, и Российской Федерацией и Союза СССР с другой стороны. В своем выступлении Николаев также заявил о том, что республика способна обеспечивать свои нужды самостоятельно. А тут никакой ясности, как будет финансироваться Якутия, из каких источников. Находясь в агонии, союзные власти фактически бросили регионы на произвол судьбы. Республика оказалась на грани катастрофы, когда холод и голод могли стать страшной реальностью. В этих условиях Якутия совершает беспрецедентный по своей смелости шаг. 5 сентября 1991 года в Москву в адрес президента РСФСР Бориса Ельцина от имени правительства Якутии направляется телеграмма, сообщающая о прекращении отгрузки алмазов и золота в Минфин и Гохран СССР. Этот выбор был для меня одним из самых сложных. Решиться было тяжело. Долго раздумывал, взвешивал, рассчитывал возможные последствия. Приняв окончательное решение, уже не колебался.